Все больше оборотов набирает флешмоб «Солдатам башкирский корот». На этот раз к акции присоединились активисты из деревни Ибрагимова. Скатывая каждый шарик корота и проговаривая теплые слова поддержки и пожеланий, адресованные бойцам, эти женщины вкладывают особую материнскую любовь в каждую заготовку этого кисломолочного продукта. Біздің республика бетінде Урал таударында орналасқан, Урал таударының ең матур районында орналасқан. Буквально недавно исполнительный комитет Курултая-Башкир района совместно со Старомусинской библиотекой запустили флешмоб «Солдатам башкирский корот» в поддержку бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Сразу же их поддержали и жители деревни Старобабичево. И вот теперь ибрагимовцы в числе тех, кто не смог остаться в стороне. Олар ала бар, цела бар, дела бар, түйектерді нығыта тұрған. Шуға күрә ең көп витаминдар ошы құрытта беден. Шуға күрә уны нық яратқандар һәм һәр вақыт үстәлдә құрыт тұрған. Икмәктән қала, икенче урында беден милли аш арасында құрыт булган битендә. Бойцы находятся в походных условиях и тратят много сил и энергии. А вот подкрепиться на ходу таким простым калорийным продуктом активисты района подумали будет очень кстати. Ведь он очень питателен, а смешав его с водой, можно получить прекрасный целебный напиток, хорошо утоляющий жажду. Хозяйки рассказывают, что процесс этот долгий и трудоемкий. Кисломолочный продукт по консистенции, напоминающий творожную массу, готовится из обезжиренного молока при обязательном длительном заквашивании. Для этого мешочек с молочной массой подвешивается в тени, и влага стекает через ткань в течение нескольких дней. Образовавшуюся густую питательную массу подсаливают и скатывают в шарики диаметром от 1 до 5 сантиметров, которые высушиваются, причем иногда до твердо каменного состояния. Летом корот сушат на солнце, а в холодное время года в электросушилке. Такой продукт хранится очень долго, даже годами. Этот древний башкирский продукт обладает антисептическими свойствами и употребляется в народной медицине при простудных заболеваниях и истощении для восстановления организма. В осенне-зимний период количество удоя молока значительно уменьшается, но хозяйки обещают, что продолжат приготовление корота, ведь приготовленный с любовью кисломолочный продукт будет приятным сюрпризом для бойцов.